Мы находимся в центре общественного наблюдения. Для вас, вот смотрите, вот экран, на котором ведется подсчет избирательных голосов избирателей. И нам расскажет более подробно Бугаев Николай Дмитриевич, один из руководителей, наверное, центра, правильно? Да, добрый вечер. Да, я являюсь руководителем штаба общественного наблюдения. Вот. И сейчас вот мы видим большой экран. Здесь так называемая система листопад. Она выводит сигналы из 277 избирательных участков. Вот, сигнал стоит, значит, мы здесь смотрим в несколько глаз, скажем так, и наблюдаем. Ну, что мы должны смотреть? Вот, например, вот стоят наблюдатели, да? Они, как они должны стоять, вот на каком расстоянии, это все есть, какие они должны вести, откуда вести видеонаблюдение. Если что-то мы видим, фиксируем, сразу мы говорим вот дежурному, там Дмитрий Иванович сидит дежурный, я говорю, значит, номер участка и фиксируем время. Самое главное зафиксировать время и участок. А дежурные все с общественной палаты Да, республики? это члены всей общественной палаты. Плюс Республики только? Республики, да. И плюс нам помогает, вот здесь у нас есть с общественных объединений товарищи, и нам еще 2 дня очень хорошо помогали студенты из ВУФУ и АГИКИ. Вот лучше всех, оказывается, вот на нарушение работают это вот студенты 4-3 курса юристы и бывшие сотрудники внутренних дел. Да, Даже нас, так? Да, у нас даже вот здесь полковник был, который работал в Центре противодействия экстремизму, очень скрупулезно смотрит и сразу замечает то, что даже что увидели и вы не заметили, например. Да? И вот давайте перейдем к таким подсчетам голосов. Да, вот, например, идет подсчет, сразу фиксируем, когда, если, не дай бог, там где-то камера отключилась. Сразу сигнал даем, и у нас есть связь с Центральной избирательной комиссией, сообщаем в Центральную избирательную комиссию. Вот за эти 3 дня были в нескольких участках, свет у нас уходил. Такое вот было. Свет уходил, но сразу восстанавливали дизель, генератор, и мы тоже выходили на Центральную избирательную комиссию, говорили, вот здесь камера отключилась. Вот. И то есть сейчас мы видим, что вот идет подсчет, наблюдатели вот сидят, смотрят, например, это вот депутатский. Вот идет подсчет 708-я, улица Кулаковского. Наблюдатели сидят, разговаривают. Это еще полицейский наблюдатель, вот один стоит. Здесь, значит, вот... Их вот сейчас смотрите? Да, их вот сейчас, да, вот сейфы должны, они потом это все... Вот из сейфа они взяли сейф-пакеты, поэтому видно. Видите, вот наблюдатели сидят и отсюда смотрят, вот. Вот здесь. А я вот хотел спросить, вот я привык, да, и что, как в советское прошлое время, все вручную подсчитывают, да? Вручную, но есть у нас участки в городе Якутске или и больших городах, где есть КАИБы. Они быстро уже дают результат. Сейчас уже результаты по нашим северным Колымским районам уже есть. Результаты по тем участкам, где есть КАИБы, они уже есть, но они могут быть опубликованы только после того, как закроется последний избирательный участок у нас в стране, это в Калининградской области. Калининград закрывается, и только после этого официально можем мы показывать результаты. После 3 часов ночи по Якутску, получается. После 3 часов ночи будут подводиться итоги. Но... А вот насколько разница, насколько вам удается вот всех этих участков? Это, мне сказали, здесь 3 часовых пояса, да? 3 часовых пояса, да, поэтому мы работу начали в 6 часов утра 17 числа. 6 часов прошли и видели, как открылись у нас участки в Колымской зоне района. Вот я смотрю, у меня все время вот смотрю Жатай, да? Да. Только что был Нерінгрі. Давайте еще посмотрим. О, Айхал, сборная площадь. Это вся Якутия, вот сейчас Айхал это... Да, вся Якутия, да, Миринского района, вот. Тут же Покровск. Вот, Капитоновка вот стоит. Вот. Мы, главное, вот что-то видим, фиксируем. А вот здесь даже не открыли. Вот 2779, вот видите? Вообще очень медленно работают некоторые товарищи. Некоторые очень быстро работают. А вот скорость, вот действительно, вот за 3 дня от опыта, да, комиссии зависит или от организации больше? От опыта. Очень много зависит от председателя участковой комиссии, как она поставит работу. Вот. И мы увидели, вот у нас жалобы тоже были на председателя участковой комиссии, 2 жалобы, которые вот были, ну, очень большой стресс, они столько готовятся, работа по сути общественная, и наблюдатели иногда начинают, как говорится, ну, это их право, но доводят иногда человека, и человек срывается. Было такое у нас в одном участке, например. И, ну, в 2 участках одно видео было, во втором видео не было. Мы
по обоим участкам отработали. А где вот участковая комиссия опытные, они очень быстро все делают, быстро подсчитывают. Вот видите, кто-то еще... Кто-то... Что это такое? Что за дела? 700... Дмитрий Иванович, 722 включи. Там кто-то расположился на полу. Время зафиксируй. 722. 722. 722, да. Сразу время фиксируем. Вот смотрите, вот сейчас вот идет, например, Вот видите, вот. ага. Вот идет разборка. Вот очень спокойный наблюдатель. Вот таких, ну, мы учим своих. У нас таких нет, которые чтобы так сидел. Ну, вот хотел бы и узнать, вот на примере, смотря как люди работают, да, Да. в чем заключается нарушение или наоборот не нарушение, в чем вот смотрите, вот здесь очень много народу и бурное такое обсуждение, что-то там. Вот. Они закончили, видимо, или начинают одно из Они двух. вот только начинают, видимо. Ага. И вот смотрю, здесь и нервные товарищи, да? Да. Ну вот на столе Ага. не должно быть ручек, когда считают. Не дай бог, чтобы ручка у кого-то была, там, чтобы кто-то может черкануть. Наблюдатели должны стоять на расстоянии, но им должно быть все видно. Вот если, может быть, наблюдатель с какой-то, может быть, ну, не дай бог, диверсионной целью пришел, черканул ручкой два этого, все, уже тогда вот этот бюллетень не будет действительным. Да. Поэтому должны стоять на расстоянии. Вот это все знает, вот такая очень хорошая методичка есть для членов УИК. Вот они должны его изучить как отче наш. Вот. Ну, в основном у нас все опытные и опытные товарищи. Вот. Ну, я смотрю здесь. Ну, бывает вот такое где-то. Чульман смотрю, да. Вот. Ну, здесь я понимаю, что там, где возможность была техническая, там и сделали, да, Ну, камеры. Нет, камеры есть везде, Ага. но онлайн 277 участков, остальные пишутся. А вот теперь немножко можете пояснить по поводу, ко мне уже задали вопрос, да, вот это вот смена камер, не смешите меня, как можно при двух камерах. Я интересуюсь просто записью, потому что если какие-то вопросы возникают, у вас остается запись, правильно? Да, запись есть, а ее можно 3 месяца смотреть. 3 месяца хранится, потом, если есть вопросы, до окончания всех вопросов, снятия вопросов, это все хранится. Очень удобно на самом деле, да? Вот когда вот в 2-3 пара глаз смотришь, стоишь, все фиксируешь. И сразу, ну, главное, чтобы дежурили тут товарищи, которым говоришь участок и время. Потом уже в записи можно посмотреть. А давайте вот, Николай, покажите, вот, давайте от противного, наверное, от плохого. Вот сейчас вот идут участки, да, можно сразу сходу сказать, где-то есть нарушение или нет, или наоборот все нормально. Вот давайте посмотрим. Ага. Так. Ну, я не имею в виду нарушение. Ну вот для замечания может быть нарушение, замечания, да. я имею в виду. Сейчас, вот, видели, да? Ага. Сотрудница правоохранительных органов была без маски. Это является замечанием. А вот они все толпой без маски сидят, стоят. Где? Сейчас вот. Вот, да. вот, да. Ага. Ну вот они уже расслабились, потому что люди уже не приходят. Ага. Но все-таки они должны быть в маске, потому что вот видите, все в маске ходят. Ага. Это у нас Амга. Молодцы, все в маске. А кто-то уже расслабился. Ну, в Омге, наверное, там сказали, коронавирусная ситуация очень тяжелая сейчас. Вот, видите, вот, Тыкель, в маске все сидят. Ага. Вот. А вот Мирный поет о мире без маски. Ага. Вот. А вот смотрите, вот какие всё, вот как это, контора примите, пишет всё. да, вот просто интересно вот. Вот самое главное вас здесь интересует, вот вопросы вот вбросов. Сбросов, да. Вброс, да. А Если- как можно произвести здесь сброс? Вот человек пошел, да, как сбросить? Ну, принес там это в куртке что-то, вот и туда впихнул. Вот. Там, значит, наблюдают везде у нас свои наблюдатели. Плюс есть наблюдатели от партии, наблюдатели от кандидатов. Более 6700 человек сидят и просто наблюдают. Я вот говорю, если бы вот это все, да, энергию, с человека часов сколько потом тратится, сколько денег тратится, да? Ага. Вот если бы все у нас было электронное голосование, вот эти бы люди, вот это бы энергию, эти человека часы и в народное хозяйство, мы бы, наверное, город построили, а то и 2, и 3, которые вот говорил наш один кандидат. Николай Ильич, вы говорите о КАИБах, я правильно понимаю? Нет, я говорю об электронном голосовании через госуслуги. А, Да. Зашел и это. Ну, это надо будет, когда
Вот мы состаримся, когда вот, ну, потому что сейчас люди, которые вот старшего возраста, они не все, и не везде у нас еще такой хорошая связь. А давайте еще посмотрим, вот смотрите, вот что сейчас комиссия вот, в Сунтарах, вот смотрю, что-то они укладывают уже. Это... Они уже все подсчитали, Ага. вот, сейчас они все укладывают и потом будут сдавать в этот. Вот еще Так, где-то Алек, Минск. ага. Тоже что-то подсчитал, уже укладывают, да? Да. Это обязательно, вот я смотрю, расписываться всем, кто там участвовал, да? Да, члены участвуют, а наши наблюдатели, они то могут подписать, а могут и не подписывать. Они обязательные, да? Для наблюдателей нет. И вот еще хотел, вот, Вот видите, как оно пустое. Вот. вот здесь я смотрю опять без масок, да? Вот поэтому Да. вам, ага. Да, вот это есть такое дело. Но мы когда... Ой. О. У нас скотч убирает. Скотч убирает, вот видите. Скотч убирает. А. Там же тоже женщина вот здесь лежала и убирала скотч. Они скотч убирают. А теперь будут говорить, что это не скотч, а что-то она там это. Не, там запись все есть. Вот И- видите, оказывается, вот за свет, за тепло, за все вот это ничего не компенсируется, оказывается, ни школам, ни учреждениям. Вот. То есть это все как бы за счет заведения? За счет заведения, да. Оказывается, вот так, я не знал, например. Федеральные выборы за счет республиканского бюджета, я правильно сказал? Я такого не говорил. Ну, это мое Ну, мнение. свет да. вот так, вот так. Ну, хотя... Ну там у нас еще 230, спорный да, вопрос. там же выбираем не только. Вот видите, вот скотч, они сейчас тоже придется им это убирать. Вот они... Вот тоже что-то. А вот это нарушение, что они там на полу делают? Ну, видите, уже все ушли. Это значит, что-то просто собирают или это? Чурапча. Ну, так нельзя делать или можно? Можно, почему? Ну, вот, видите, вот что-то. А, вот они высыпали туда. Ага, ага. Мирный 303. Так, и смотрят, чтобы там ничего не было. я Да, так вот понял. все смотрят, чтобы все, там ничего, не дай бог, там что-то застрянет. 383 закончили. Ну нет у меня сейчас ничего. Все. А вот смотрите, вот в Черске, да, даже показали. Да. А вообще, вот по-вашему, вот смотря на все вот 3 дня, да, как Якутия голосовала? Можно какой-то вывод сделать? Народ пошел или... Да, очень активно проголосовала. Я вот на самом деле не думал, что такая будет большая явка. Вот, но эти 3 дня, и в основном вот мы смотрели за тем, чтобы не было больших очередей. Очереди в основном были в городе Якутске, вот, в некоторых участках. А вот в деревнях таких скоплений не было. Поэтому вот 3-дневное голосование, конечно, это очень сложно, как я сказал, очень дорого, энергозатратно, трудозатратно, но оно себя показало, что ведь, ну, чем больше человек голосует, чем больше людей придет, тем выборы легитимнее, вот, чтобы больше народу пришло. Очень хорошо, что у нас сейчас хорошая будет явка. Вот. Мы, кстати, как всегда, на явку делали ставки. Вот. И там вот должны вот все ждем, когда скажут окончательную явку 8-часовую, чтобы там узнать, кто выиграл. Ну, какой разброс у вас примерно, если кто-то там ставки ставил? 35, 36, 40? От 42% до 57%. Вот, такие были экспертные. А и ваш прогноз, вот лично вас? Вот Какой был? лично мой было 42,7. Вот, я уже проиграл. Вот. Спасибо за внимание. Так, я еще буду в эфир, если понадобится. Смотрите Округ ТВ.